600 рублей. Вот, количество заплативших взносы 63 человека всего. На начало 2014 года заплатило членских взносов 10 человек. Сегодня еще 12 человек заплатили членские взносы. Есть возможность все зачитать по фамилиям, кто заплатил, кто нет, но я считаю, что это, наверное, делать не стоит. Вот. Выступление Рифата Наканда лайк то, что поступили 500 тысяч, и все, наверное, очень удивились, откуда такая сумма насчет Тугантель, небывалая. 550? И даже 550. Я сейчас все поясню. 500 тысяч это нам прислало областное правительство на проведение областной конференции на борту теплохода. Все это проходило. Общая стоимость этой конференции, по-моему, составила что-то 1,5 миллиона. И им нужен был какой-то механизм, чтобы бюджетные деньги, они прошли через наши общественные организации и поступили там в Волгофлотур, по-моему, я сейчас не помню, кто организовал. Вот. 50 тысяч, которые тоже поступили от правительства, это деньги у нас пошли на проведение детского праздника Чарши-Байрами. Это за аренду зала только, да. Вот. Наверное, всем интересно, какие основные затраты наше общество принесло в прошлом году. Я сейчас хочу остановиться на наиболее крупных суммах. Вот. Так, 23 520 рублей было затрачено на размещение информационных материалов в СМИ наших областных, это сейчас газет «Самарские известия». 50 тысяч, как я уже сказал, это проведение детского новогоднего праздника Чарши-Байрами. 17 512 рублей это аренда ДК Кирова на проведение вечера татарского юмора. Чаян журнал у нас приезжал, если вы помните. Почти 10 тысяч это тоже аренда ДК Кирова. У нас там проходил вечер поэзии. 30 тысяч финансовая помощь Тугантель была для проведения первого областного Сабантуя в селе Камышла. И 8 тысяч рублей, я думаю, что же об этом говорил, это была оплата детей, которые участвовали в областной олимпиаде. Футболки, я сейчас что хочу сказать. Вот та сумма, вот эти суммы, которые прошли, я говорю, что это не все суммы, это наиболее такие крупные. Понятно, что большая часть денег, которая пошла на наши мероприятия, она пошла не со счета Тугантель. Вот, и наших взносов на них просто не хватило. Учитывая, что с конца позапрошлого года мы еще издаем журнал «Самарка», бюджет которого на сегодняшний день достиг, не бюджет, а затраты на издание которого достигли почти 3 миллионов рублей. Ну, сами понимаете, что наши членские взносы это капля в море, но тем не менее наличие всех этих взносов, то, что мы в этом как-то участвуем, мы помогаем обществу, это еще одно подтверждение того, что да, мы дисциплинированное общество, мы поддерживаем, значит, вы и нам тоже даете силу для того, что мы не зря работаем, вы свой вклад вносите. Поэтому я еще раз хочу попросить всех поаккуратнее относиться к вопросу выплаты членских взносов. Не забывайте, уровень взносов для работающих у нас 600 рублей остается на том же уровне. Для пенсионеров и для студентов это 300 рублей. Вот. И еще раз хочу напомнить, что основное финансовое бремя, оно ложится на семью Шакуровых. Спасибо. Все, пока.